Суд приговорил 30-летнего жителя Удачного к 1 году лишения свободы за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Еще в июне этого года мужчине назначили штраф в 200 тысяч рублей. Но на следующий день подсудимый вновь сел за руль пьяным. Его преступное деяние пресекли сотрудники ГИБДД. Сообщается, что по итогам судебного разбирательства суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселений. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Жительница Якутска пыталась продать газовую плиту по объявлению, но стала жертвой мошенников. По словам 28-летней местной жительницы, она разместила объявление, и на следующий день ей позвонил мужчина. Звонивший представился сотрудником комиссионного магазина техники и сказал, что готов купить плиту. После продолжительного разговора неизвестный убедил женщину сообщить номер банковской карты для перечисления оплаты. На телефон потерпевшей пришло СМС-сообщение с кодом, который по просьбе звонившего жертва также продиктовала. В результате с ее счета украли около 50 тысяч рублей. Следователи начали проверку по размещенной в интернете видеозаписи с избиением пожилого мужчины. На записи группа молодых людей избивает беззащитного в районе аэропорта в Якутске. Пользователи сообщают, что злоумышленники – школьники. Следователи установят личности участников инцидента, их возраст, степень тяжести причиненных пострадавшему телесных повреждений и иные обстоятельства произошедшего. Следственный комитет сообщает, что действиям участников будет дана принципиальная правовая оценка. Семья из 4 человек погибла в ДТП в Барнауле. Среди скончавшихся 2 детей, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. По предварительной информации, как сообщают в МВД, водитель, управлявший автомобилем Toyota RAV4, столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который в момент столкновения стоял на месте. Отмечается, что в результате ДТП погибли 4 человека – водитель легкового автомобиля и 3 его пассажиров, 2 из которых несовершеннолетние, дети 2011 и 2017 годов рождения. Погибшие члены одной семьи, подтвердили правоохранители. Пожар разгорелся у Института древних рукописей в центре Еревана. Трава загорелась за зданием хранилища у института. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов и оперативная группа отдела по организации спасательных работ и работ по тушению пожара. Кроме того, к институту прибыл дежурный врач управления медицинского обеспечения. Спустя 53 минуты после сообщения о возгорании пожар был ликвидирован, как сообщили в пресс-службе МЧС. Тысячи мигрантов, оставшихся без крыши над головой после мощного пожара в перенаселенном лагере для беженцев Мория на греческом острове Лесбос, в субботу заселились во временный палаточный городок. Всех прибывающих местные власти тестируют на наличие коронавируса. Тех, чей результат оказался положительным, отправляют на карантин в специальную зону по соседству, огороженную колючей проволокой. Мощный пожар возник в Мории, где проживали свыше 12 тысяч человек, 9 сентября. В новый лагерь заселились уже более 9 тысяч беженцев. По меньшей мере 214 из них попали в карантин с коронавирусом. Местные власти считают, что Морию подожгли заразившиеся COVID-19 мигранты, которые не хотели сдаваться полиции и отправляться на самоизоляцию. 6 подозреваемых уже арестованы. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, часть беженцев не спешат переселяться в новый лагерь, поскольку надеются, что смогут покинуть Лесбос и добраться до других стран Евросоюза. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.